У кадетов новая казарма. Сегодня председатель правительства Галина Данчикова посетила якутскую кадетскую школу-интернат. Корпус расположен на базе бывшей воинской части и рассчитан на 140 мест. В следующем году школа-интернат отмечает 15-летний юбилей. Что планируется к этому событию и к какому мнению пришла комиссия, в материале Александры Охлопковой. Делегацию во главе руководителя Кабмина Галины Данчиковой кадеты встретили показательным выступлением. Любое появление строя кадетов с великолепной физической подготовкой всегда смотрится украшением мероприятий любого уровня. Не стало исключением и сегодняшний торжественный марш. Строевые песни исполнялись, как всегда, чинно и благородно. Также ребята провели экскурсию нового спального корпуса на 75 мест. Несмотря на то, что все работы завершены и каждый кадет ждет часа заселения, новое здание будет сдано в сентябре этого года. Здание построено за довольно короткий срок. В смету 41 миллион рублей уложились. Еще 3 осталось на покупку мебели. Ну, конечно, не хватает, но сейчас, я думаю, при постройке нового здания условия улучшились. Это вообще мечта, да? Мечта сбылась. Мечта много кадет сбылась. Кадетская школа-интернат по праву считается одним из самых сильных учебных заведений в республике. Распорядок Дня кадетов расписан по минутам. Самое главное в школе – это дисциплина и ответственность. В ней готовят к жизни и армии. В последнее время отмечается особый интерес к школе. На этот учебный год за одно место боролись 4. Этот учебный год, 2013-2014 год, мы на 40 вакантных мест, у нас было 150 детей, которые написали заявление, изъявили желание учиться в нашей школе. А позапрошлом году у нас было 90 детей на 30 мест. Воспользовавшись случаем, кадеты презентовали концепцию застройки нового учебного заведения. К слову, всю проектную работу смоделировали сами ребята в программе 3D. Спортивный зал совмещенный. То есть отдельно с этой стороны, сверху актовый зал, снизу столовый. Эту фантазийную мечту с площадью более 3000 квадратных метров вполне можно осуществить. Для этого Галина Данчикова посоветовала начать уже сейчас с демонтажа ветхих зданий. А уже в течение месяца будет принято решение правительства, осуществится ли эта мечта. Достаточно капиталоемко получилось у нас. Мечта. Да, мечта, но думаю, что мы должны ее реализовать. Кадетское образование должно развиваться, а для этого необходимо создать крепкую материально-техническую базу, посчитала комиссия. В конце встречи председатель правительства Галина Данчикова с пожеланиями успехов подарила сертификат на новое спортивное оборудование. Александра Охлопкова, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.